Тогда и речи быть не могло, чтобы я поехала, допустим, сказала, я хочу быть артисткой, и я родителям, допустим, и сказала, я поехала поступать в театральный институт. Усиенова Луиза Ремзиевна, артист театра, родилась в городе Фергана. Я задавала этот вопрос маме, думаю, я говорю, Луиза, тот период немножко был овеян вот этим, я не знаю, каким романтизмом. Появилась куча Эльвир, Эльмир, Сузан. Может, где-то услышала, вот мама, может, там читала роман «Всадник без головы» Майн Рида. И там имя Луиза Пойндекстер, может быть, я так смутно догадываюсь. Но она умалчивает, а может, чуть-чуть лукавит и говорит, нет, должна была Левиза быть, но там что-то как-то написали Луиза в итоге. С одной стороны, мне нравится мое имя. Оно, да, но как бы оно редкое, оно отчасти накладывает, да, определенную какую-то, скажем, ауру. А с другой стороны, я иногда... Как можно было назвать меня Луизой? Может, что это такое хорошее национальное крымско-татарское имя себя по новой назвать, если так можно. Ну, я, во всяком случае, уже полвека живу с этим именем. Ничего, я уже привыкла. Родилась в семье, в принципе, простой семье, крымско-татарской, понятное дело. Но что, наверное, сразу важно отметить, что очень патриотичной семье. В семье, в которой я с молоком матери впитала вот всю любовь к родине. Ватан, Миллет, Крым. Для меня это вот буквально с грудного возраста это не пустой звук был. Мы очень рано переехали в Крым с Ферганы, это аж в 1977 году. Но до 1977 года нам почти каждый год привозила нас, мы приезжали в Крым, 4 раза я была до переезда, до 1977 года, то есть. И она нас обязательно везла в Бахчисарайский район, где отец родился, Бабам Кушлы, Коуш. Это село Шелковичное, сейчас очень красивые места. А нам родилась Буюк-Сюрен. Это Бахчисарайский район, Танково. Когда переехали в Крым, село Чистенько, то есть это не был для нас переезд как бы вот курорт. Крым не воспринимала я как курорт, понимаете? Это родина моих родителей, бабушек, дедушек, наших предков. Мне приходилось часто отстаивать себя, допустим, как крымскую татарку. Мне приходилось даже, я помню, дралась. Сын пьянчушки какой-то мог мне сказать там, вы татары, предатели, там, или еще что-то в этом смысле, в этом плане. То есть мне приходилось, дабы не быть голословным, да, то есть я пытливо потом спрашивала, а почему, а как это было. То есть я пыталась дознаться истины, а это действительно ли так, да. То есть чтобы потом уметь себя отстоять свое, в конце концов, право. Да? И я всегда старалась быть... Это был такой очень мощный, таким мощным мотиватором для того, чтобы всегда быть в первых рядах, скажем так, чтобы на тебя равнялись, чтобы ты быть впереди, чтобы они тебе в спину, допустим, даже если говорили, то в спину их не замечать, дабы. Оно так и было отчасти. Я очень хорошо... читала, да, с выражением, как говорят в школе, прочти с выражением, да. И вот учитель по истории, мне помню. Луизочка, прочитай тему сегодняшнего урока, там, и вот Луиза очень так с выражением читает эту тему,
А потом она как бы в дополнение, это вот Крым в период оккупации там, фашистами, и вот она заявляет, что вот, к сожалению, было массовое предательство, вот это самое в таком духе. И меня как будто вот детское мое сознание, оно не могло это просто так. У меня подкатывает, вот, я помню, как это даже состояние такое какого-то унижения. Кто из великих сказал, все, что нас не убивает, то делает нас сильнее. То есть это вот эти вот все моменты, они, конечно же, меня скорее закалили и сделали сильнее. На машине приезжают... Как сейчас помню, это было 15 мая. Сейчас так, а что ж вы 3 дня не до 18 мая сделали? Так символично на 18 мая надо было вторично выслать нашу семью, да? 15 мая, то есть я как раз, это уже конец учебного года, я ученица 6 класса, тут у меня повязанный галстук, я в школьной форме такая вся, с такой длинной косой, значит. И приезжает начальник по делам несовершеннолетних, и они вместе с директором и еще Луизочка, меня с портфелем уводят, значит, сажают в машину и увозят вот на спецраспределитель, на училищный есть. Я до сих пор, когда прохожу мимо этого здания, я чувствую как бы внутренний какой-то тремор. У меня такое, как оторопь какая-то берет. Вот до такой степени. Они привезли меня, значит, на училищную эту, а там будут и твои мама и папа. Да, анам, бабам, и там еще в гостях у нас был Усейн Рахметли, Усейн Харбаба, это пожилой мужчина, очень пришел навестить. Вот уже, то есть мы больше суток находились тогда вот в этом спецраспределителе, да, или как он, ну, куда вот каких-то хулиганов там вот, ну, по сути, тюрьма, да. И вот сами тем временем они, значит, вещи все собирали, что-то крали, что-то не докладывали. Все, покидали как могли, вот это вот все. Выгребли с папиных карманов, значит, сумму за эти же контейнеры, которые они отправили черти на куличках, там, без адреса. 9 месяцев мы не могли найти эти вещи. Это все, что было накоплено моими родителями за всю совместную жизнь. Представляете, и вдруг это все... То есть она колесит по всему бывшему Союзу, а когда через 9 месяцев эти контейнеры нашлись, родители увидели эту груду разбитого стекла, и погрызано этими крысами все поедено, и это все... Как это можно было? Это я сейчас, будучи уже взрослой, да, я осознаю, насколько это тяжело перенести это. А мои родители это вынесли, мы вынесли это. Вот через это прошли. Потом на следующий день, то есть нас из Крыма выдворили. Я была очень впечатлительным ребенком, очень эмоциональным и таким... чутким, я очень чутко реагировала на все вещи. Я любила читать, помню. И если я читала, допустим, те же сказки, я погружалась вот в буквальном смысле, вот полностью растворялась в этой атмосфере. И я в каждом образе я себя уже тогда, во всяком случае, фантазировала. Моя фантазия вот, меня могла унести куда угодно. То есть в этом смысле, да, я, наверное, уже... Тогда у меня вот, я уже представляла себя, то есть я артистка. Иногда мне в обыденной жизни говорят, ну, артистка же там. Меня это немножко оскорбляет, что ли, я бы так сказала. Я не умею, я бываю иногда настолько открытая, то есть лукавить, в смысле обманывать у меня не получается. То есть для меня артистка это не значит там вот постоянно в каком-то быть образе. Да, я умею и в игре, вернее, в жизни, да, допустим, ну, включаю с детьми я там или с людьми
может быть, немножко более ярче, может, немножко эмоциональнее, как бы общаюсь. Люди более сдержанные, допустим, на моем фоне. Это не значит быть лживой. Вот о чем я хочу сказать. То есть в жизни я обычный человек, да, я чуть-чуть вот такая яркая, эмоциональная. Но от этого я не менее, понимаете, правдивая и открытая. Вот о чем речь. Тот период вообще был замечательный. Супер, мне очень нравилось те настроения. Это 88 год, когда все начали только-только-только, да, в Крым возвращаться. Мы купили этот маленький домик, родители старый домик купили в Симферополе, вот, на районе Украинки. И там по соседству это Айшап Дитанова, во-первых. До этого надо сказать, что я уже была. Аким Ага Джемилев приезжал в Херсон у нас в гостях, был несколько раз. Я уже тогда, во всяком случае, знала основы какие-то нашего народного танца. Мне это нравилось. Ильяс Ага Бахшиш, Сулейман Сидхаль Ага Османов. Они, получается, собираются у нас в дома часто. Так уж было, что наши двери нашего дома всегда были открыты. У нас был достаточно просторный зал. И вот они приходили, и, значит, возрождение крымско-татарского театра. Поднимался вопрос, да, такое. Но действительно, а кому как не им? То есть те люди, которые работали до войны в Крымско-татарском театре, они были вот одержимы этой идеей «мы должны». И вот сейчас я задаюсь вопросом, вот если бы они тогда это не сделали в тот период, интересно, потом вот у нас нашлись бы такие люди, которые бы вот этот маховик, вот этот вот задействовали, да, вот кому-то нужен был еще театр. Они, как, знаете, вот нам как наследство передали вот это, и в итоге сами бедные, уже на тот период это были уже весьма пожилые люди, всем за 70 лет. Надо сказать, тогда был такой период, немножко побаивались, мы же были все такие... На родину возвращать, мы готовы были строить, возрождать, созидать все. Если не дают, то брать. И, конечно же, нас чуть-чуть так с опаской на нас смотрели, боялись. И чуть-чуть с осторожностью. Думаем, ладно, давайте культурно такую, типа, культур-мультур им дадим, а пускай больше ничего не требует, да? Вот таким образом начали появляться газеты. Это вот конец 80-х, да? Там в неделю 15 минут телевидения, там новостной какой-то канал. Театр, к театру приложился, значит, надо же, у нас же нет как таковых специалистов, театралов, да? Это, значит, нам нужно актеров взрастить. И вот эта специальная актерская группа, где тоже отбирали. И вот тот период, конечно, очень активный был. И мы тогда были все одержимы этой идеей, мы знали, ради чего мы это делаем. В тот период мне очень нравился вот это наше единство какое-то и видение цели. Вот я знаю, чего я хочу. Тогда... Вот и Ильяс Ага рахметли, и Сидхаль Ага, и Айша Апте всегда говорили, что если есть театр, значит, сохранится язык, значит, сохранится наш народ. И вот эта мысль, она у меня очень глубоко засела. Сама себе дала такую установку, что я должна делать все для того, чтобы наш язык сохранялся, наше искусство, театральное искусство. То есть вот как-то оно в одной такой цепочке было, это все. Действительно, это я сейчас думаю, мне действительно посчастливилось. Я встречалась и была знакома с такими людьми, которые, это уже история, причем очень яркая история. В общей сложности, если там и были какие-то концертные программы, которые я вела, да, какие-то мероприятия, если вместе с ними, то это где-то больше порядка 60 с чем-то, да. Вот мне по душе
всегда для меня очень интересны. Конечно же, драматические роли. Даже, может быть, трагедийные роли. Я вот уже в одной канве, да, это и там, опять же, «Леди Макбет», «Медея», даже «Мавка». Это какой-то сильный характер, но есть какой-то надлом, да, есть какой-то вот, когда тебя поломали. Вот всегда, когда есть что искать, что, над чем подумать, над чем вот покопаться, да, вот это всегда очень интересный процесс бывает в плане, когда ты работаешь над образом, да, всегда вот мне нравится этот сам процесс. Конечно же, «Леди Макбет». Это легендарный спектакль «Макбет». Для меня «Макбет» спектакль – это была очень мощная школа актерская. Вот, то есть вот сыграв, вот, единожды сыграв, хорошо сыграв, естественно, если при условии, вернее, сыграв такую роль, потом целый пласт ролей, вот таких трагедийных, мощных ролей тебе, в принципе, уже легко даются. Вот о чем речь. А я эту школу тогда прошла. Я считаю так. Ну, во всяком случае, с помощью, конечно же, режиссера Владимира Андреевича Аносова. Вот он находил, он подбирал такие слова, он такие ключики, да, он умел найти, сказать. А у меня такая, моя психика гибкая такая, она сразу это как губка все впитывала. Это спектакль о психологии власти, он говорил. О чем ставим спектакль? О психологии власти. Как я уже сказала выше, Макбет, вот как он из этого доблестного воина превратился в такого злобного, всерушащего такого. То есть мало того, что он захотел власти, да, он к ней пришел, но он потом начал просто крушить, рушить, убивать всех, кто так или иначе ему мешал. Вот об этом был спектакль. И он актуально во все времена. Вот какой-то заложен, да. Вот как-то тогда все звезды так сложились. Вот как говорят, звезды сложились. Вот все как-то так сошлось. У нас был режиссер, у нас была идея, за которую вот тогда Эдинбург тоже он... А не съездить бы вот в Эдинбург? Почему бы нет? Шекспир, такой материал великолепный. Мы все молодые, энергичные. Вот сейчас предложи 9 тысяч километров туда-обратно на автобусе. Ну, может быть, и подумали, да? А тогда мы все как бы это... Так здорово было. Эта поездка, конечно же, на всю жизнь вот останется у нас в памяти. И это действительно... Потом там, где в «Таймс», по-моему, какая-то заметка вышла. На стареньком автобусе, Мерседесе приехали там, чуть ли там с Балкан или откуда они приехали и порвали типа сцен. Потому что в нас было столько энергии. Был великолепный драматургический материал. То есть Шекспир, Макбет. Это одна из мощнейших его трагедий. Да. И Владимир великолепный режиссер, очень тонко, он настолько образованный, настолько интеллигентный. Вот когда говорят интеллигентный, образованный, вот у меня сразу возникает образ Владимира Андреевича Аносова. Атеша Янгелёлсон, конечно, он тоже вот для меня большой учитель, по сути. С ним первые шаги мы с ним делали. И «Арзыкыз», кстати, он тоже, по сути, это он, постановка его, первая постановка. И «Кармен» – это его постановка. Он очень много сделал для становления вообще крымско-татарского театра. И он нам тогда говорил, почему я не ставлю это в русском театре или в украинском театре. Потому что в вас есть какая-то такая энергетика, сила. Вы, говорит, как та вот сжатая пружина, которую сейчас... А оно действительно так и было. Мы тогда вот приехали все. Давайте, мы готовы. Все, мы сейчас сделаем. Мы сейчас взорвем этот мир, так сказать. Мы сейчас все сделаем. И вот он это почувствовал очень тонко.
Иногда, да, меня такие мысли посещали. Я много раз говорю, зачем я выбрала эту специальность? Боже мой, надо было, зачем? Иногда были какие-то сомнения. Иногда не то, что усталость. Иногда, когда вот период, да, как вы говорите, застой, вот как будто топчешься, а хочется что-то новое. Был период, когда, то есть я как актриса, я чувствовала, что я выросла, да, у меня уже опыт есть, у меня есть какой-то багаж, который мне хочется, то есть что-то новое хочется попробовать, познать, да. А мы вроде как все вот на одном месте перемалываем ступ в воде, скажем так. Был такой период. Вообще в любом творческий процесс, в творческом коллективе, да, я считаю, это нормально, когда идет вот по синусоидальной, да, то есть вверх-вниз, вверх-вниз. Вот я за что благодарна Всевышнему, что он меня наделил таким качеством, которое я называю детскость. То есть я очень как ребенок иногда могу вот включиться вот как в игру, понимаете? И то есть, если мне работа нравится, если мне нравится режиссер, если мне, опять же, драматургия нравится, то все, этого достаточно. Вот есть площадка, и этого достаточно для того, чтобы я начала опять там, как и 30 лет назад, допустим, да, чувствовать себя на сцене такой девчонкой и ищущей, жаждущей и все такое. Скучаю, да. Конечно. Не зря же говорят, сцена, она как болото, оно засасывает. И вот человек, который познал вот на сцену вот этот вот адреналин, по сути, это же выброс, да, каких-то там гормонов. Вот когда ты выходишь на сцену, это организм какой-то стресс, там идет какой-то гормональный выброс, да, и человек ощущает вот это чувство какой-то кайфа, то есть определенный. И потом это вот ты отчасти в какой-то зависимости становишься, да, от выхода на сцену. Есть такие спектакли, были такие, во всяком случае, были такие спектакли, когда настолько эмоционально идет, вот ты практически 2 часа, да, в очень мощном таком. А если еще учитывать то, что ты за несколько дней до спектакля готовишься к этому, да? И потом после спектакля, отыграв уже роль, ты отходишь от этого образа еще, ты вот здесь у тебя подсознательно, а ты все равно еще находишься как-то, а вот тут вот я вот, надо было вот здесь вот, наверное, так сказать. И правильно ли я сыграла? То есть ты все равно анализируешь определенный. И поэтому это очень серьезно как сказывается на физическом, на психологическом состоянии. Роль женщины в крымско-татарском народе всегда была очень велика. Вот как бы это помпезно и пафосно не звучало. Вот она теля, она ватан. Видите, все начинает она. То есть мать, мама. От женщины. Мы иногда сетуем на то, что наши мужчины, вот такие наши мужчины, вот они вот то-то не делают, вот так-то, да. А по сути, кто воспитывает этих мужчин? Опять же, женщины. Понимаете, значит, нам надо пересмотреть. Нам нужно что-то, может быть, в системе воспитания. И поэтому от женщин очень, очень много зависит. То, что происходит, меня, честно признаюсь, меня очень, очень беспокоит. 30 лет назад на каком подъеме мы были, как мы все это восстанавливали. Мы возвращались на родину с такой мыслью, мы вот мы много сделали. Надо сказать, мы очень многое, что нам удалось сделать, восстановили. Действительно, 30 лет назад что у нас будет свое телевидение, что у нас фильмы будут сниматься, что у нас... Мы даже об этом мечтать не смели. Мы это сделали, что вуз будет крымско-татарский, будут вузы обучения.
Я вижу, и у меня сердце кровью, когда ты видишь молодых родителей, которые с ребенком не иначе, как только на русском языке разговаривают. И потом хочется прям, я не знаю, ну, кроме как имени и фамилии, и крымско-татарского у них, получается, ничего нет. И так и хочется подойти и сказать, что вы делаете? Ну что, почему, что вам мешает разговаривать и учить свой родной анателя? Вот у нас не зря говорят анателя. Материнский язык, да, язык матери. И мне так и хочется сказать, мамы, дорогие мои мамочки, сами учите своих детей, пожалуйста. Вот не зря с молоком матери. Потому что очень много, отцы, конечно, тоже очень важно, но мне кажется, очень именно от мам часто идет. И мне иногда очень страшно даже представить, что может через 10-15 лет что статься вот с нашим вообще языком, культурой. Если так будет продолжаться, то зачем вообще театр, книги, журналы, газеты или телевидение на крымско-татарском языке? Зачем? Мы просто пополним ряды многотысячной армады русского мира. Я понимаю, конечно, что там есть проблемы глобализации, да, мира. Но давайте хотя бы это какую-то самоидентификацию. Вот умеем. Ведь у нас такая история богатая. У нас такие традиции богатые. Нам есть чем гордиться. И вот будь я богатым человеком, да, я бы сейчас, может быть, какую-то школу искусств создала бы. Может, даже не, а какую-то вот такую гимназию, где взращивала бы, вот просто вскармливала бы. Я, во-первых, отбор одаренных детей произвела туда. Одаренных именно. Это принципиально. И не на коммерческой основе, а вот так, именно отбор одаренных детей. И с хорошим преподавателем, набрала бы хороших преподавателей, действительно профессионалов своего дела, и обучил этих детей, да, и историю, язык, вот, начиная буквально со сказок, понимаете, этим деткам, да. Ну, с танцами у нас более-менее, кстати, обучение танцев у нас в этом плане, по-моему, хорошо обстоит дело. Но все равно, тем не менее, музыка, народные инструменты, это тоже школа должна быть. Театральная школа, когда вот с измальства, чтобы эти дети потом впоследствии стали вот цветом нации, да, вот элитой, то, что называют интеллектуальной элитой, которые потом бы вот как просветители, как вот чтобы взрастить вот таких Исмаил Гаспринских или там Усинов Баданинских, которых, к сожалению, мы в свое время лишились. И изучали историю нашего народа, чтобы они впитали, вот эти дети, чтобы они не просто говорили на крымско-татарском, да, на тильде, а мыслили по-крымско-татарски и более как бы так масштабно, чтобы они знали вот что-то такое. Мне так хочется призвать вот наших вот богатых людей, чтобы вот что-то такое создать, если есть возможность. К сожалению, вот эта разрозненность сейчас, это то вот очень сильно сказывается на всем. Это очень сильно нас во многих аспектах нас раздробило. Иногда вижу наших гениальные просто художники, да, мирового масштаба такие художники. Думаешь, вообще супер. Или какие у нас музыканты талантливые. Ну, тоже каждый сам по себе. Какие у нас поэты, поэтессы какие есть талантливые. Такие стихи пишут. Думаешь, как сделать так, вот, чтобы это все вот как-то в таком... Видимо, не хватает какой-то программы, да? То есть вот, чтобы это все поддерживать на должном уровне. Наш народ, конечно, через многие испытания прошел и до сих пор проходит.
Я очень надеюсь, что в нас хватит и мудрости, и сил, и какого-то духа вот выдержать это все, да, выстоять, просто выстоять. У нас сейчас единственная задача просто выдержать, выстоять. И, скорее всего, да, не хватает таких людей, мощных вот лидеров, которые, да, сейчас вот в нас вдохнули вот это. И мы опять, наверное, поверили бы и пошли. И, ну, иншаллах, я надеюсь, главное, чтобы не затянулся вот этот процесс. Сейчас мы до донышка дойдем, вот до донышка надо же опуститься до дна, до днища, я бы сказала, а потом, чтобы оттолкнуться и опять наверх. Вот я, например, в ожидании вот этого момента.